Текс. Прибыли. С Божьей помощью прибыли. Так, а спускаться туда, наверное, уже опасно. Сейчас проверим. Вчера я уже провалился. Я так думаю, рисковать уже не надо. Ну да. Можно врюхаться и неплохо. Берег размыло, как мы видим. Слева все открыто. Уток нет хоть. Справа все открыто. Намороженный перешеек тоже весь открыт. Так, что делаем? Мы, наверное, здесь сейчас... Ворона крякает. Крякает, каркает. У меня уже... Всем привет, друзья. На календаре 30 марта. Вчера славненько отдохнули, сходили в баньку. Ну, сегодня отдыхали после вчерашнего отдыха. В общем, время уже 4 часа. Приехали, я даже не сказал бы это рыбалкой, скорее всего, на проверку наших продольников. Вот у нас они на палках стоят, продольники. И вот они, наши удочки. Проверим удочку, проверим состояние льда. Как мы видим, вот лед уже совсем плохой. Вот эта чернота уже меня вообще пугает. Он на льду там кулик, что ли, или что там? Что-то птица какая-то на льду уже. В общем, как вы сами видите, река уже очень и очень опасная. Забереги уже открыты. Ну, сегодня, может быть, еще завтра порыбачим, а там, наверное, придется уже сматывать удочки. Так, ну что, будем думать, как переходить. Мы знаете, что сделаем? Чтобы мы корыто сюда сейчас кинем и будем переходить по корыту, точно. Так и сделаем. Это будет самый безопасный способ. Так, ледобуры пока не берем. Берем только пешню. Черпак. Черви там у меня все. Сегодня даже взял мальков. Надо уже продольники поднимать. Я все думаю еще как ставить. Вот сделал такую вот переправу. Сейчас будем проверять ее. Пока дело, наступил на лед. Лед здесь провалился сразу. Ну как бы попробуем сейчас. Попробуем. О, видите, да? Льда уже нету. Пешня провалилась под своим весом. Лишь бы сани выдержали. О! Так. Можно еще для надежности лыжи одеть. Тоже, опа, все. Пешня проваливается. Льда здесь нету. Так, тут еще немного есть. Сейчас вот так вот. Так вот, думаю, будет надежнее. Так, берем это хозяйство. И что еще мы отсюда берем? Черпачок. Черпачок. Сначала проверим все. А потом уже будем думать, что дальше делать. Если все нормально будет, если улов будет. Так. Все, мы на льду. Ну, я так думаю, сегодня-завтра мы еще здесь походим. А дальше, вот когда уже это уже здесь пробьет, откроет пошире. Вот тут вот эта чернота меня смущает, конечно, тоже очень сильно. Я так думаю, здесь уже можно провалиться, если наступить, где черные. Значит, уже остался только верхний слой.
Ну все. Попробуем. Попробуем на лед. Вроде как пока держит. Так, что у нас тут мы видим? Видим одну. Ух ты. Верхняя корка фигня полная. Так, что-то у нас удочка перевернулась одна. Ну а дальше кивки не пляшут. Ночью сегодня был заморозок. Градуса 4, наверное. Обещали 6. Но 6 не было. Это, с одной стороны, очень хорошо. Так, что у нас тут? Ничего. Просто так перевернулось. Он уже как все забивает. Червь целый. Ничегошеньки здесь не было. Днем не ловится от слова совсем рыба. Так что завтра постараемся прийти чуть пораньше, приготовить лунки и попробовать на удочку. А потом уже, когда ловиться перестанет, о, вода уже прибыла немного. Грузила уже не достает. Ладно, потом этим будем заниматься. В общем, проверяем наши удочки, поставушки. Если что-то будет интересно, сделаем включение. Если нет, ну вот пока я ничего не вижу. Если нет, то нет. Так, ну что, проверил я все вставные удочки. Ни одной поклевки, все черви целые, даже ершей и тех нет. Что-то, видать, там не так. Рыба ловиться не хочет. Но я так думаю, продольники наши что-нибудь да все равно нам дадут. Потому что сколько я уже не замечал, вот такие вот продольники работают всегда лучше, чем вставные удочки. Особенно, когда не ловится. Ну, сейчас мы это и проверим. Первый пошел. Первый пошел. Так. Небольшая натяжечка есть. Это, скорее всего, ерши нашего налимчика тоже никто не съел. Вот тут вот черри съедены. Кто-то был. Вот, пожалуйста, пошел ерш. Только один. И все черви покоцаны. Аккуратно его снимаем, чтобы насадить куда-нибудь на крючок. Меняем червей и переходим на следующую. Так, второй пошел. Здесь тоже ничего серьезного нет. Небольшая натяжечка есть, но это, наверное, ерши. Еще крючок цепляется. Ёрш раз. Ёрш два. Ёрш три. 3 ерша. Ну ничего. Ёрш весенний с икрой тоже классная штука. Я и ершам доволен. Если на каждом продольнике так будет, то нормально. Соберем. Третий пошел. Блин, сердце ёкнуло. Думал, уже сидит что-то тяжеленное. Это просто верхний крючок об лед зацепился. Ой, ёшкин кот. Толстенный лед был. Все почти уже съело. А здесь вообще что-то пусто, даже никто не дергает.
Так, у нас вроде бы как поклевка, вон. Наживляю продольник. Услышал что-то. Что-то хрустнуло. Но никого нет. Но поклевка была по-любому, сама удочка не могла бы перевернуться. И навряд бы ёршик бы тоже, наверное, бы не мог перевернуть. Нет. Чири на месте немножко торчит. Странно. Странно, странно. Вот так оно было. Стало вот так. Кто-то по-любому подходил. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Поклевку мы увидели. Хоть даже и рыбу не поймали. Говорят, рано утром клюет, до восхода солнца. Ну, мы это время обычно спим. Ладно, не будем терять времени, а то придется потом под фонариком все проверять. Ну, тут крупной рыбы тоже нет, налима нет. Тоже, походу, ёршик. Что-то есть небольшое, дергается, тыркается там. Да, ёршик раз, ёршик два. И здесь только ерши. Вот, а где налим? Вот почему он этих ершей не ест? Потому что его нет. Ну не может же, чтобы он кушать не хотел. А вот за неделю где-то до ледохода он начинает попадать, начинает кушать. Но уже, к сожалению, на лед уже в это время выйти никак. Вот так вот и закон подлости. Ну, здесь у нас тоже нет натяжки. Но ершочки вроде бы подергивает. Даже черви целые. Офигеть. Один ерш, сопливый ерш. Ну и на том спасибо. Ерш тоже рыба. Так, ну это новенькая палка. Вчера мы ее перед уходом добавили. Посмотрим, сработало, нет. Не. Здесь тоже натяжки нет. Вообще ничего нет. Пусто. Даже ершей нет. Вот так вот. Вот так вот. Так. Перешли на правый берег. Здесь у нас мелко. Там особенно, где 3 палки. Тут глубина, камни. Ну так, глубина глубже, чем там. Но мельче, чем на середине. Сколько тут у нас глубина получается? Метра... А, нет, тут уже глубоко вон. Метра 3. 3,5, наверное, где-то. Посмотрим. Так, и здесь у нас натяжка есть. Здесь у нас натяжка есть, что-то дергает. Язь. Язентий. Так. Все, или еще что-то? Ну вот. Вот и первая рыбка. Не забыл бы
плывет трава, мусор всякий. Это ничего страшного. Язь есть, это хорошо. Язь да ёрш. И больше ничего. И на том спасибо. Так, язёк нас обнадежил. Посмотрим, что на соседней палке. На соседней у нас тоже что-то натяжечка есть небольшая. И походу это хорюзок. Нет, это ёрш. Один, ёрш два. Два вот таких здоровых ерша. Ну что, тоже неплохо. Вот этот вообще красавчик, он с икрой. Вон сколько икры в нем. Вкуснятина. Соленый ёрш. Это самая, ну не самая вкусная, но одна из самых вкусных рыб. Так, начало холодать. Небольшой ветерок подул и стало прохладненько уже. Одежду оставил в куфре. Ну, думаю, осталось-то у меня сколько? Раз, два, три, 4, 5 палок. Думаю, совсем не замерзнем. Холод — это хорошо. Чем холоднее, тем дольше лед постоит. Здесь у нас пусто. Погода в этом году из крайности в крайность. Всю зиму без единой оттепели было. Морозы такие. А потом 12 марта первый плюс и без единых заморозков. Ну, вчера, позавчера там минус 4, минус 5 было и все. Если так будет жарить, лед быстро уйдет. Так, здесь у нас тоже ничего интересного. Небольшая натяжечка, может быть ёршик, а может быть даже и того нет. Да, пусто, здесь никого. Так, здесь уже помельче пошли камушки. И думаю, хариус здесь должен быть. Должен, но не обязан. Что-то небольшая натяжечка есть. Может быть даже что-то и есть. И ёрш есть, это точно вижу. Нет, вот хариус. Хариус. Жиган. Но заглотил до самых до окраин. И шансов у него нет. Так что забираем. Пока. Потом, конечно, мы его отпустим, но пока забираем. И все. И все. Так, предпоследняя палка. Здесь еще мельче. Вон, 1,5 метра, не больше, со льдом. Ну, хариус, в принципе, должен быть, потому что здесь камушки. Что-то типа переката. Но здесь, походу, нет. Или есть что-то. Что-то дергает. Ёршик вроде бы. Да, это ёрш. Ёрш один. И все. И на том спасибо. И осталась у нас одна последняя палочка. До темноты успеваем вроде бы как. Вот и последняя палка на сегодня. Вон, глубина здесь
меньше моего роста, по грудь. Это вместе со льдом. Лед где-то сантиметров 40. Ну, получается, меньше метра. Сантиметров 70, наверное, глубина. Ну, я так думаю, хорек здесь должен быть. Здесь потому что камушки. Ух ты, о. И походу он был и напутал все. Вот он хулиган. Все напутал, перепутал. И мне сейчас до темноты надо будет с ним разделываться. Это чуть покрупнее того, что был. Вот. Вот такой вот красавчик. Иди, попрыгай. Запах зато какой аромат. Ну что, закончили мы пробирку наших палок. Не густо, но не пусто. 2 хариуса, 1 язь. И ершей вот штук 20, наверное. Некоторые очень крупные, хорошие, с икрой. Так что и на том спасибо, Печора матушка. Завтра придем сюда опять. Подмораживает, так что я так думаю, завтра еще проваливаться не будет. Полнолуние. Нормальная, хорошая погода. Я так думаю, закрывать сезон еще рано.